Добрый день, уважаемые друзья, салям алейкум. Мы находимся с вами в удивительном месте. Это место силы, место, где похоронен известный мусульманский деятель, шейх Мухаммед Касим Хазрат. Этот человек жил 150 лет назад, и о нем очень мало что известно. Известно то, что этот человек возвращался из хаджа, и во время пути он заболел. И вот здесь была деревня небольшая под названием Быковка, Угыскуага. И в этой деревне он остановился и лежал, болел. И о нем, когда он болел, тоже не мог что-то сказать о себе. И таким образом он, болея, умер в этой деревне. И жители разделились, похоронить ли на кладбище в этой деревне, или же за пределами этого кладбища. То есть он же не местный человек, а приезжий. И вот жители разделились на две части. Те, которые более были милосердные, более такие добрые, они сказали: давайте его похороним на нашем кладбище. Он все-таки же хаджи, человек непростой. В то время, знаете, хадж пешком ходили. И очень это было такой серьезный шаг на жизненном пути. И люди, которые совершали хадж, они очень почитались в то время. И вот жители разделились на две части. Те, которые сказали уже: давайте похороним в нашем кладбище, их было чуть меньше. И поэтому его, Абдуль-Касим Хазрата, похоронили за пределами кладбища. То есть не как местный житель, а вот как просто путешественник, проходящий человек. Как его похоронили, вечером случился сильный пожар, и жители, те, которые были против его похорон внутри кладбища этой деревни, у них всех дома сгорели. И после этого поняли, что этот человек непростой. И самое интересное, его даже имя не знали. И узнали, когда он умер, у него был перстень. И в перстне было написано, что он шейх Мухаммед Касим. И после этого уже они все поняли, что это человек не простой, а приближенный к Аллаху человек. И его уже могилу облагородили. И самое интересное, после его похорон в этот год очень был хороший урожай. И последующие годы тоже были хорошие урожаи. Люди даже соседних деревень удивлялись, почему у нас не так урожай хороший, иногда вообще засуха, и вообще ничего не вырастает, а у вас постоянно хорошие урожаи получались. И соседние деревни очень завидовали этой деревне. Это благодаря баракату, благодати таких приближенных людей к Аллаху. И даже было такое, то что жители соседней деревни хотели его могилу выкопать и перезахоронить у себя на своей кладбище. Вы знаете, у людей, которые приближены к Аллаху, имеющие какие-то святость определенной степени, да, у них тела не тлеют, то есть их можно переносить даже определенной степени. И когда уже было конкретно уже намерение, кто хотел уже это выкопать, сколько там людей, эту могилу местные жители даже охраняли. То есть прям стояли, ночевали рядом с этой могилой, чтобы его не украли, не выкопали. Настолько почитали этого человека. И долгие годы, даже в советское время, люди постоянно приходили к этой его могиле, читали молитву, дуа и просили у Аллаха себе, что им нужно по жизни, да. И благодаря этому человеку, баракату этой местности, эти молитвы очень легко исполнялись. И здесь находится трасса. До революции здесь была Казань-Симбирск трасса, такой тракт известный. И постоянно все проходящие верующие люди, татары,
они останавливались около этой могилы Абдуль-Касим шейха и читали молитву, как бы, и этого человека почитали, оставляли там милостиню, и у них дорога успешно как бы проходила, они достигали своих целей в определенной степени. И вот мы тоже вот пришли сюда отметить этого человека, как бы сказать благодарность Аллаху за то, что есть такие люди, были такие люди раньше, которые были более приближены к Аллаху и такими вот уникальными способностями обладали. Даже после смерти их вот эта благодать, баракат остается и до наших дней. И нам это пример, и как историческая личность, и вот как место силы, это место истории нам как бы дает хорошее назидание.